بسم الله الرحمن الرحيم. Терпение – это, уважаемые братья, сияющий свет, который освещает сердце каждого человека, который перевоспитал себя к терпению, и также который освещает жизнь человека в этом мире и в могиле и в вечной жизни. Передается от Анаса ибн Малик, радиаллаху анху, что пророк Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям, однажды проходил мимо одной женщины, которая плакала возле могилы своего сына. Из-за потери своего сына она очень много плакала, естественно, находясь в этой положении, она вышла из грани дозволенного шариата. Да? И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, увидев это, дал наставление ей, сказав: побойся Аллаха и проявляй терпение. Поистине Аллах субханаху ва тааля вознаграждает за терпение раем. А она, не узнав пророка Мухаммада, алейхиссалам, она сказала: иляйка анни, уходи отсюда. Фаинна, ибо ты не испытал такую беду. И когда пророк, саллаллаху алейхиссалам, ушел, ей сообщили, что был пророк, алейхиссалам, что она, не узнав, ответила ей так. И она сразу пришла к пророку Мухаммаду, алейхиссалам, и извинилась. И пророк, саллаллаху алейхи в этот момент сказал: иннама сабра инда самдатил ула, терпение человека распознается в момент ниспослания беды. То есть вознаграждение за терпение, за сабра Аллах субханаху ва тааля дает, когда человек проявляет терпение в первый момент беды. Да? Когда Аммар, радиаллаху анху, известная история Аммара, радиаллаху анху, Ясира, Сумайя, радиаллаху анху, которые первыми шахидами стали в исламе. Когда Аммар, радиаллаху анху, и его родители, отец Ясир и мать Сумайя приняли ислам, неверные, узнав об этом, схватили их и стали причинять им страдания. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мимо проходил и сказал: я ахла Ясир, о семейство Ясира, сабран я аля Ясир, проявляйте терпение. Терпите, о семейство Ясира. Фа инна мауидакумуль джанна, поистине вам уготовен рай. То есть, уважаемые братья, за терпение Аллах субханаху ва тааля дает только награду джаннат. Сабр, что такое сабр? Сабр – это усердие человека в исполнении велений Аллаха, старание выполнить их полноценно и постоянно. И также отдаление от того, что Аллах запретил. Мусульманин укращается терпением, сабром. В Коране Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ба'да астаиду биллахи минаш шайтанир раджим, я аюхалладина аману, истаину биссабри вассала, ва инна Аллаха ма'ас-сабирин». О те, которые уверовали, истаину, просите помощи Аллаха, биссабри вассала, с сабром, с терпением, вассала и намазом. Ва инна Аллаха ма'ас-сабирин, и поистине Аллах с терпеливыми людьми. То есть помощь Аллаха будет с теми, которые проявляют в своей жизни терпение. Аллах уготовил великую награду и прощение грехов, проявляющему терпению. В Коране Аллах субханаху ва тааля сам говорит: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. О Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обрадуй же терпеливых, которые, когда их терпеливые люди, кто? Качество их как? Когда их постигает беда, говорят: «Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун». Воистину мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение. Они удостоиваются благословением своего Господа, ва рахма, и милости. Ва уляйка хумуль мухтадун, и они следуют прямым путем. То есть, уважаемые братья, без сабра человек не может достичь истинной веры. Как говорил Али, радиаллаху анху, иннама сабри нисфул иман. Поистине сабр это является половиной веры. То есть, если, иншаллах, будет сабр человек, когда он может проявить сабр? Терпение. Когда он знает, что все происходит от веления Всевышнего субханаху ва тааля. Когда у человека есть вера, полноценная убежденность, крепкая будет, то потом человек может проявить терпение в любых случаях. Да? И Аллах субханаху ва тааля, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном хадисе говорит: «Вама у'тия ахадун мин атаин хайра ва аусаа мина сабр». Ни одному человеку не даровано
ничего лучшего и более обширного, чем терпение. То есть самое большое богатство в нашей жизни, это когда человек воспитывает себя к терпению, да? И пусть Аллах Субханаху ва Тааля даст, уважаемые братья, нам с вами прожить эту мирскую жизнь с терпением, с сабром, с надеждой. Как и ученые говорят, что терпение делится на 3 части, 3 вида терпения. Первое терпение, это когда человек при совершении приказа, веления Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы быть постоянно в этом, чтобы полноценно делать, тоже человек, он нуждается в сабре. Второй сабр, второй вид терпения, это человек должен отстраниться от грехов. Чтобы, как иногда бывает, хочется гибата, кому-то говорит, но человек для этого, чтобы уберечь себя от гибата, он нуждается в очень большом терпении. У него должен быть сабр, прощение, вот это все, если качество есть, то человек, он отстраняется от грехов. А третий вид сабра, самый большой сабр, это когда человек, он постоянно будет видеть все от Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть он доволен судьбой Аллаха, от кадра. Все, что постигает, это по воле Аллаха Субханаху ва Тааля. Он знает это, и постепенно этого он поступает.